Георгий Евграфович Лазарев родился 5 мая 1925 года в семье оренбургского казака в городе Коканде, Узбекистан, где оказались его родители, спасаясь от разрухи и голода, охватившего Поволжье и Южный Урал. Но уже через 2 года семья Лазарев возвратилась на родину, село Буранное Буранного района Чкаловской области. Ярким, но трудным было его детство. Жора, так его звали дома и друзья, рос разносторонне развитым мальчиком. Учеба в школе, ежедневная физическая закалка тела, занятия в различных кружках, работа в колхозе на каникулах и помощь по хозяйству дома, страстным увлечением чтением книг – вот неполный перечень занятостей в период его обучения. Однажды в библиотеке он увидел книгу о великом русском адмирале Лазареве, участника 3 кругосветных экспедиций, в том числе вместе с Беллинсгаузеном, открывшего Антарктиду. Сходство фамилий и подвиги адмирала потрясли воображение мальчишки и навсегда запали в душу, а мысль самому побывать на Антарктиде стала его путеводной звездой. Именно осознанное обучение в буранной средней школе стало моей стартовой площадкой к достижению поставленной цели. Так он не раз с гордостью скажет потом, вспоминая свою юность в родном селе. Война, как страшная лавина, обрушилась на нашу страну, и в феврале 1943 года Георгий Евграфович был призван в ряды Красной Армии. А в декабре этого года, окончив с отличием школу артиллерийской инструментальной разведки в селе Тотское Чкаловской области, был оставлен в качестве преподавателя. Но 25 апреля 1944 года он уже в действующей армии в должности помкомвзвода отдельного разведывательного артполка 1-го артиллерийского корпуса прорыва резерва Верховного Главнокомандующего. День Победы Георгий Лазарев встретил в городе Каунасе. Успешно сдав экзамены за 10 класс, в сентябре 1945 года Лазарев становится курсантом Ленинградского краснознаменного военно-топографического училища, где обучается на геодезиста. После его окончания лейтенант Лазарев по своей инициативе избрал службу в 69-м топографическом отряде, дислоцирующем в городе Бире на Дальнем Востоке. Так начала осуществляться его мечта. В период с 1949 по 1951 года Георгий Евграфович выполнял работы по созданию первых точечных топографических карт масштаба 1 к 100 тысячам Северо-Востока СССР, Чукотки и Камчатки. В 1951 году он становится слушателем геодезического факультета военной академии имени Куйбышева в Москве. Одержимый идеей личного участия в изучении Антарктиды, он добился включения в состав второй экспедиции, которая работала в период с июня 1956 по апрель 1958 годов. Учеба в академии временно прервалась. В этой экспедиции Лазарев применил разработанные им методики наземной навигации и обеспечил выход санно-тракторного поезда к Южному геомагнитному полюсу, где 16 декабря 1957 года была открыта советская станция «Восток». В марте 1957 года ему присвоено звание капитан. После успешного окончания военной академии в 1958 году Лазарев получает назначение на должность младшего научного сотрудника НИИ ВТС. А через 2 года, с июня 1960 по март 1962 года, он уже в качестве руководителя геодезо-гравиметрического научного отряда, который совершил на вездеходах «Пингвин» уникальный поход с берега Антарктиды, станции Мирной до станции Комсомольская, а оттуда по громадному треугольнику в 1500 километров и в 2 месяца продолжительностью Комсомольская, Советская, Восток. В апреле 1961 года Лазареву присвоено звание майор. В 1964 году Георгий Евграфович защитил кандидатскую диссертацию, используя богатейший материал своих экспедиций в Антарктиду. Приложив неимоверные усилия и настойчивость, Лазареву удалось добиться того, что в 1965 году составленный под его руководством многоаспектный план участия Министерства обороны СССР в антарктических исследованиях был утвержден. Давняя мечта Лазарева об изучении 6-го континента Земли начала осуществляться. В период с 1967 по 1971 года он являлся научным руководителем геодезических групп 13, 14, 15 и 16 советских антарктических экспедиций. Прослужив в звании подполковника 6 лет, Георгий Евграфович Лазарев в 1972 году был уволен из рядов СА, отдав ей 29 лет. После увольнения он занялся преподавательской деятельностью. В 1977 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Принципы, методы и результаты комплектующих
В 1977 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Принципы, методы и результаты комплексных геосистемных исследований в экстремальных условиях, используя богатейший материал исследований Антарктиды». За личное мужество и героизм, проявленный при выполнении заданий правительства по исследованию Антарктиды, Президиум Съезда народных депутатов СССР указом от 22 февраля 2000 года присвоил Лазареву Георгию Евграфовичу звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В апреле 2000 года вышел указ президента Российской Федерации: всем офицерам, участникам Великой Отечественной войны присваивалось очередное звание. Так Лазарев стал полковником. В январе 2003 года Георгию Евграфовичу пришла поздравительная телеграмма с Малой Родины, а чуть позднее свидетельство о том, что решением Совета депутатов Солилецкого района муниципального общеобразовательного учреждения Буранной средняя общеобразовательная школа Солилецкого района Оренбургской области присвоено имя полярного исследователя Георгия Евграфовича Лазарева. У каждой науки есть свои основоположники и есть гении, которые тесно в рамках этой дисциплины. Лазарев принадлежит к плеяде великих ученых. Вся его жизнь – это пример безответного служения своей родине. Участие в войне, создание геодезической сети на Чукотке, исследование Антарктиды – вот далеко не полный перечень славных дел, осуществленных Лазаревым. И сегодня он в свои 95 лет в строю. Автор сотен научных работ, более десятка монографий, активно внедряет новейшие научные разработки в жизнь, участвует в жизни своего отчего края, Оренбургской области.